Сегодня мы побываем в сквере, ставшем последним пристанищем для тысяч жителей Владикавказа. До революции здесь были похоронены многие известные в свое время люди. Генералы и офицеры, врачи и учителя, чиновники и состоятельные горожане, а также простые жители Осетинской Слободки. О том, что на этом месте некогда располагалось кладбище, напоминают вросшие в деревья могильные ограды и одна плита, непонятно как оставшаяся здесь спустя многие десятилетия. Осетинское кладбище было основано вскоре после преобразования Владикавказа из крепости в город, предположительно в середине 60-х годов XIX века. Кладбище активно использовалось и при советской власти, вплоть до 1960-х годов, хотя единичные захоронения в уже существующие ограды продолжались до 80-х. Вечный покой здесь обрели генерал Барукаев, полковник Гулуев, полковник Гуцунаев, ректор Северокавказского горского педагогического института Цумак Гадиев, а также инженер Павел Шмидт, по проектам которого во Владикавказе построено множество красивых зданий. Примерно после 100 лет использования городские власти приняли решение ликвидировать Осетинское кладбище и разбить на его месте сквер, так как изначально погост находился на окраине города, а к 80-м годам 20 века стал окружен жилыми домами. К тому же неподалеку были построены медучилище и стадион. Жителям города предложили перезахоронить своих родных за свой счет. Понятно, что мало кто пошел на этот шаг, потому что у погребенных здесь людей прямых потомков к этому времени уже не осталось. Известных же личностей перезахоронили за счет властей.